Пришла пора бросать семена в землю. Но у бедных старика со старухой не было семян. Не было денег, чтобы купить семена, и не было сына, который заработал бы на семена. И пошел бедный старик к богатому баю. Чарыджан, старуха у меня приболела, мальчик. Ты присмотри за ней, пока меня не будет. Воды подай, если попросит. Огонь разведи в очаге, хорошо? Ты же добрый мальчик. Ну, иди. Мир твоему дому, а тебе доброго здоровья, Бай-ага. А я к тебе с просьбой. Одолжи до мая 2 мешочка семян. Идет весна, а нам со старухой нечего сеять. О, Аллах! Неужели ты записал в книге судеб, что я должен помогать бедным? До мая ждать слишком долго. Если ты мне отдашь через месяц и целых 4 больших мешка, вот тогда я, может быть, подумаю. Ну, Бай-ага, ячмень за месяц не может созреть. Урожай ведь собирают летом. А если до тех пор ты умрешь? Кто мне вернет мое зерно? У тебя нет сына, за тебя некому расплатиться. А если ты умрешь, моя старуха отдаст долг твоей старухе. Старуха тоже может умереть. Лучше вот как. Если все-таки ты умрешь, я заберу себе твое поле. Ну, хорошо. Ты заберешь мое поле. И шака могу накинуть. Нет, уходи, не хочу. Ну, Бог с тобой, Бай-ага. Ты погоди. А вдруг тебя возьмут и бросят в темницу? За что? И что же тогда скажут? Что Бай-ага якшался с каким-то вором. Какой же я вор? И на меня падет тень. И я потеряю свое лицо. Нет, это слишком большое несчастье. Слушай-ка, а если я заберу твоих волов? Хорошо, Бай-ага. Ты заберешь моих волов. Ну, а если ты вдруг загуляешь? Или просто поленишься убрать ячмень? Что тогда? А вот что. Дам я тебе семян. Но ты мне вернешь 8 мешков вместо моих 2. А ну-ка. В старой крепости нашел, говоришь? Ага. Если еще найдете железки, приносите мне, хорошо? Без железа человек ни землю спахать, ни с врагом не может сразиться, да? Да. Вот об этом и речь. Вот так, таджигит. Так, сейчас мы его раскалим. Потом мы его согнем. Потом отобьем. Вот и готово. Как быстро!
Нравится, да? Ну вот, подрастете, я вас научу. Ну-ка, Чары, пойди отдай это дедушке Алтые. Живо. Спасибо, дорогой, спасибо. Уйди с дороги, подвинься, отойди. О, вижу, ты разбогател. Какой же добрый человек Мередбай, если дал тебе столько семян. У тебя же в кибитке шаром покати. Чем же ты будешь расплачиваться? А не вернуть долг, это же великий грех. И куда тебе столько одному со старухой? Наследников у тебя нет, Бог не дал. Замаливал бы лучше свои грехи, чем у щедрых людей ходить, клянчить. Святой отец. А ну-ка, проходи мимо. Иди, иди, святой отец. А ты чего? Иди, трудись, трудись. И не вмешивайся в беседу старших. А у тебя тоже наследника не останется. Денег-то у тебя нет, а Мередбай свою бахтыгуль за такого голодранца, как ты. Вот. А? Чего стоишь? Иди себе. И не гневи Аллаха. Иди, иди, невежа, пошел вон. Обидел меня Аллах, не дал мне сыночка. Был бы у меня сынок, хотя бы с ноготок, никто б меня не попрекал. Эй, Атаджан! Возьми меня в сыновья. Если хочешь увидеть орла, не смотри в землю. Ой, кто же ищет барса в небесах? Покажись, не прячься. Я вот он. Брось шутить. Мне не до шуток. Вот ты где. Ну, иди ко мне. Вот какой ты маленький, в половину верблюжьего уха. Вот и зови меня Иртыгулак. Так и буду звать тебя, сыночек. А как обрадуется тебе твоя мама? Пойдем к ней. Она там одна. Эй, жена, выйди-ка. Ну, где ты там? Посмотри, кого я привез. Радуйся, мать. Сегодня у нас праздник. Я тебе сына привез. Что ты, старик, какого сына? Собственного сына. А где он у тебя за спиной? Ну, посмотри. За спиной никого нет. Куда же ты его дел? Ну, поищи. Поищешь, увидишь. И не стыдно тебе смеяться над моим горем? С горем ты простись, его уже нет. Посмотри, жена. Салам. Откуда же ты такой хороший, сыночек родненький? Да, я твой сын. Долгожданный ты наш. Утешение на старости лет. Ну что за джигит без рубашки? Это от нас. Пусть носит на доброе здоровье.
А это от нас. Долго ему жизни. Примите наш подарок. Музыканты, музыканты, не подкачайте. Малду, дал. Сыночек. Музыканты, музыканты, не подкачайте. Эй, музыканты, давайте что-нибудь душевное. Не печалься, дружок. И твоему горю придет конец. Налей-ка нам чаю, сынок. Ого, а сильный ты, джигит. Вот какой у тебя помощник растет. Мама, ты пойдешь к отцу? Да, пора ему нести обед в поле. Мама, разреши, я отнесу. Ты еще маленький. Ну и что же? Я смогу, ты увидишь.
Ой. Караул! Караул! Мамочка моя родная! Жена! На меня кнут мой замахнулся! Сколько раз я тебе говорила, прячь от солнца свою лысую голову. Меньше булавки, тоньше тростинки, вот я какой всегда. Спрячусь в ладошки в детском ботинке, если грозит беда. Честному бедному трудно живется, баю зловредному чудно живется, бедному плачется, если смеется бай. Где же ты, добрый волшебник? Должен ли в золоте плавать нахлебник? Дай мне на это хоть четверть ответа, дай. Солнце весною движется к маю, хочется петь ла-ла. Служит мула пузатому баю, мула глупей мула. Честному бедному трудно живется, баю зловредному чудно живется, бедному плачется, если смеется бай. Где же ты, добрый волшебник? Должен ли в золоте плавать нахлебник? Дай мне на это хоть четверть ответа, дай. Буду стараться сам разобраться, как бедняка спасти. Если подумать, можно придумать. Стой, можно стой! секрет найти. Отдохнуть надо. Бог знает, что мерещится. Не бойся, папа, это я. Сыночек. Ах ты, дорогой мой. Я тебе обед принес, папа. Кормилец ты мой. Как же ты все это дотащил? Ну, спасибо, деточка. Тепло моему сердцу от того, что ты так заботишься обо мне. Ай да мальчик. Папа, можно я за тебя повожу валу? Ладно, побалуйся, а я тут посижу в тени. Эй-эй! Левее, сынок, левее! Вот так-то. Хорошо!
краю захватывай. По краю. Вот так вот. Ну, смотри, как хорошо, а? Ну, что за мальчик, а? Вот так. Ты что-то путаешь. Такого не бывает. Клянусь, сам видел. Он покрикивает, а они сами пашут. Что ж, воле Аллаха, у него волшебные валы? А ведь непорядок такому бедняку иметь волшебных валов. Святой отец, ты читаешь мои мысли? Да. Наведи порядок. Если бы они были мои, я бы их любил и нежил. Ну, а своих батраков я прогнал бы. И расцвела бы весна моих желаний. А без этих валов весна моих желаний не расцветет. Да я им сам служить буду. Волшебным быкам. Ну что же, благословляю. Богоугодное дело. Нельзя, чтобы он сидел, а они за него пахали. И как слуга Аллаха должен я что-нибудь придумать. Должен. Да. Ну что? Бага, он идет. Спешься. Эй! Эй! Эй, ты... Ну, пошли. Эй, люди! Полюбуйтесь на этого старого злодея! Он у меня украл воду! Будьте свидетелями! Эй, люди! Вы слышите меня? Он у меня украл воду! Идите сюда, будьте свидетелями! Ах ты, старый мошенник! Ведро воды у меня выпил! Что смутило твой золотой покой и потревожило твою чистую совесть? Он украл мою воду! Да, украл. Он? Украл. Да, он! Нет, я не украл никакой воды. Она полилась с неба, прямо мне в рот. Я чуть не захлебнулся этой водой. Он нагло лжет, этот мошенник, сын обманщика, внук Плута, правнук нечестивца. Он наглотался моей воды. Я уже не говорю о том, что это была не вода, а прекраснейший в мире зеленый чай. А теперь он отрекается, эта змея. О, мудрейший, рассуди нас. Выпил ли ты глоток чужой воды или несколько ведер, должен по закону понести наказание. Должен. Сейчас мы посмотрим, какое именно наказание. Так, сейчас. Непочтение к родителям. Нет, не то. Черная зависть тоже не совсем то. Дурной глаз, неповиновение мужу, пререкание со старшими. Сейчас. В шариате записано, что украсть чужое добро – это большой грех. И шариат велит нам быть строгим к вору, лишать его обеих рук или одной головы. Вот так. К тому же выбирает наказание тот, кому причинен урон.
по закону предков ты, почтеннейший Шибай, должен поклясться на Коране, что говоришь на суде одну правду, ничего кроме правды. Одну правду. Если твоя клятва ложна, у тебя лицо почернеет. Готов ли ты, сын мой, прилюдно поклясться? Готов, святой отец, готов. Готов. Клянись. Клянусь, что старик Алты-ага, нагло ворвавшись в мой дом, выпил у меня весь зеленый чай. Если моя клятва ложна, пусть мое лицо почернеет. Клянусь небом, я говорю правду. Лишь только правду, чистую правду. Если моя клятва ложна, пусть мое лицо почернеет. И какое же наказание, сын мой, ты выбираешь из дозволенных Кораном? Лишить его головы. О, Аллах! Ты отверг его клятву. Ты черен. Ты черен, как шайтан. Ну, святой отец, опозорил ты себя. А ведь соловьем разливался, благословлял. Лицо почернеет. Прости, но ведь мы с Аллахом никак не думали, что ты в кармане носишь фунт сажи. Нет, видно, Аллаху не угодно, чтобы я тебе помог. Аллаху не угодно. Пусть он внушит своему слуге, чтобы он хоть иногда собственной головой думал. Знать ничего не хочу. Давай валов. Не кощунствуйте в святом месте, грешник. Прикройте голову. Аллаху не угодно вручить тебе валов. Не посыпай золой свою лепешку, святой отец. Аллаху не угодно вручить тебе валов. Ну, придумай что-нибудь, перехитри Аллаха. Гореть тебе в аду. Хивинский халат? Резиновые калоши? Ну, говори, что тебе надо, барана, верблюда? За мысли, которые внушает мне Аллах, нужна самая высокая награда. Я же говорю, бери верблюда. Бахтыгуль, в жены мне отдашь? Святой отец, опомнись! Согласен. А я уже придумал. Ты договорился со стариком, что после его смерти станешь наследником. Так вот. Хорошо ли, что этот бедняга так долго мучается на нашей грешной земле? Зачем ему такая жизнь? Зачем? Ну, что это? Ну, для чего это? Что за глупости? Такие люди, как он, созданы для спокойной смерти. Ну, скажем, от голода. Зато после смерти попадет он в рай. И будут услаждать его прекрасные гурии. Красота! Гурии — это хорошо. Даже завидно. Только кто отправит этого старичка в райские кущи? Кто обстряпает нам это богоугодное дело? Ты? Во имя Аллаха,
Накормите святых людей, умирающих от голода, у вашего порога, не имеющих крова. Во имя Аллаха и единого Бога, голодных. Проходите, проходите, Спасибо. милости просим. Спасибо, хозяева. Садитесь. Вы добры к нам. Садитесь. Спасибо. Вкусно, очень вкусно. Да благословит Аллах ваш дом и ваш очаг. Аминь. Смотри, сегодня Аллаху старик душу не отдаст. Он еще вроде дышит. Ха, неважно, едят твои дервиши. Ой. Во имя Аллаха. Накормите двух святых. Входите, садитесь, вы желанные гости. Радуйтесь. Весь день мы молились и узнали волю Аллаха. Он сказал нам, что благословляет ваш дом и повелел нам остаться жить навсегда у вас. Воля Аллаха — закон для всех. Гость главнее отца, сыночек. Входите. Ешьте, ешьте. Завтра его душа отлетит. Видишь? Он уже сидеть не может. Мама, мама, а они почему не спят на улице?
Гости должны спать в кибитке, сынок. Таков обычай. Не будем мешать почтенным дервишам. Пусть спят. Папа, папа, теперь они уже никогда, эти дервиши, не переступят наш порог. Я тебе так скажу, пока вы старика со свету живете, ты со своими дервишами, я 20 раз ноги протяну. Аминь. Но будем надеяться на лучшее. Аллах милостив. К старику. Чует мое сердце, чем все это кончится. Старик благополучно проживет до мая и отдаст мне мой долг. И тогда прощайте, волшебные валы. Но помни, святой отец, тогда и тебе не видать Бахты-Гуль. Ни слова. Ни слова больше. Я читаю в твоем сердце. Оно для меня открытая книга. Твое благородное сердце. Ну, говори, говори, что ты там вычитал? Предчувствие лета. А это значит, что месяц май наступит не через 5 недель, а завтра. Такой чепухи у меня и в мыслях не было. В сердце, я говорю, в сердце. Мысли тут ни при чем, ни при чем. И к чему это ты ведешь? Ну, любезнейший, ты ничего не понял, да? Как это же не понял? Это в моем сердце сказано. Месяц май наступит завтра. Ну? Так это старик не успеет собрать свой урожай. Понял. Понял, понял. Слышишь, старик сам приведет ко мне моих валов. Так, подай-ка мне. Салам алейкум. Алейкум салам. Я хочу заказать тебе шкатулку для своей милочки-невесты. Да. Аллах благословил меня в мои преклонные лета взаимной любовью. Дорогой Мередбай, рад и счастлив отдать мне свою племянницу в жены. Так что, мастер Вели, сделаешь мне шкатулку? Соглашайся. Слушайте, люди! Слушайте все! И не говорите, что вы не слышали! Досточтимый мулла долго изучал расположение звезд и вывел! Слушайте, люди! Он вывел, что месяц май, благодарение Аллаху, наступит в этом году 5 неделями ранее, чем в прошлом. Пославим Аллаха, пославим Муллу. Люди, слушайте. Месяц май в этом году наступит 5 неделями ранее, чем в прошлом. Месяц май наступит ранее. Слушайте все. Это для меня гибель, мастер. А не все ли нам равно, как назовет мулла этот месяц? Мне-то не все равно. Напоминаю тебе, старик, что свой долг ты должен вернуть сегодня. 8 мешков ячменя.
или своих валов и землю в придачу. Меретбай ждет тебя сегодня до заката. Ты же слышал, месяц май наступит завтра. Люди, слушайте! Месяц май в этом году наступит 5 июня. Не печалься, Алты-ага. Человек, у которого есть друзья, не должен терять надежду. Не печалься, отец. Проснись, проснись! Да проснись же ты! Мулла идет свататься! Мулла идет свататься! Так, в знак уважения к твоему дому я принес подарочек своей прекрасной Бахтыгуль. Вот, позволь вручить. Ну что, старик ведет своих валов? Когда эту чалму я сменю на свадебную, валы будут твои, да услышит меня Аллах. Ты мне веришь, а? Баяга! Баяга! Идут! Идут, Баяга! Ведут, Баяга, посмотри на улицу. Ведут валов? Нет, долг несут, ячмень несут. Ну, жених, смотри у меня. Я тебе покажу свадебную челму. Вон, бесчестный старикашка. Чтобы тобой тут и не пахло. И твоей дурацкой шкатулкой тоже. Мой подарок твоей племяннице, моей невесте. Ай, ой, я Ой, люди! шкатулка. Мулла тонет! Помогите! Чтоб тебя громом поразило, Спасите! чтоб тебя молнией убило, чтоб тебя градом побило, чтоб тебя дождем намочило, чтоб тебя солнцем сожгло. Да мои еще 7 недель осталось, еще все могло случиться. Урожай могло громом побить, градом потравить, дождем намочить, солнцем сжечь. А если б я захлебнулся? А если бы я утонул? Кто б тогда помешал старику вернуть тебе долг, а? Пустая ты голова. Что? А это вам от меня. Красавица жену тебе, сынок. А тебе желаем много сыновей. Спасибо, сынок. Я говорил, не Послушную печалься. невестку вам отдам. Все хорошо. Спасибо. Мир вам. Эй, Спасибо. скорее несите мешки. Живите в достатке. Спасибо, сынок. Вот на счастье. Доброго тебе здоровья, счастья и спасибо. Выскакивай! Я волшебник, колдун, лечу. Я волшебник, колдун, лечу. Колдун, предсказатель, предсказатель. Считай звезды на небе. Я колдун,
прорицатель, предсказатель, ясновидец, чую золото под землей, изгоняю злых духов, собираю земные злаки. На колени передо мною правоверные. Волшебник, чую золото под землей, изгоняю злых духов. Сюда, мои джинны! Скорей, мои джинны! Быстрей, мои джинны! Летайте, спускайтесь, парите! Я жду вас, мои джинны! Поди на землю, нечестивец! Я зову вас, мои джинны! Скорей, быстрей, скорей, быстрей, скорей! Вот, вот! Летит мой господин, меднокрылый джин! Вот, вот! Летит мой господин, меднокрылый джин! Он ослепит вас сиянием, сожжет вас огнем, откупится от него жертвой! Отдайте ему 8 мешков ячменя, отдайте ему 8 мешков ячменя, ну, отдайте ему 8 мешков ячменя, отдайте ему 8 мешков ячменя. О, вот он спускается, я его вижу, откупитесь от него жертвой. О, великий господин, он спускается. О, давай. Господин, о, вот он спускается. Я его вижу, падайте ниц! Морд, чуму, смерть! Морд, чуму, морд, смерть! Чуму, морд, смерть! Чуму! Сюда, мои джинны! Скорей, мои джинны! Быстрей, мои джинны! Летайте, спускайтесь, парите! Чу-чу-чу! Постой! Почему это твоему джину нужно отобрать у нас ячмень? А? Да как ты осмелился выговорить такие слова? Поди на землю, нечестивец, а то нашлет он на нас мор, смерть, чуму, смерть, чуму, мор, 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 смерть. Я джин меднокрылый, я велю вам, люди, хватайте его, гоните! Эй! Я джин меднокрылый, мне не нужен ячмень, я пришел по душу этого старого мошенника, я переселю ее в своего осла! Эй, люди добрые, поднимите голову, встаньте! Эй, люди добрые, поднимите головы, встаньте! Откройте глаза! Посмотрите, мулла нас обворовывает! Люди! Алты-ага! Встаньте! Откройте глаза! Я джин меднокрылый, я велю вам, люди, хватайте его, гоните! Вы слышите меня, люди? Обкрадывают нас! Грабят! Мередбай, выходи! Получай свой долг, 8 мешков ячменя. Несите, несите. Надо мной, мастер Вели. Какой теперь ячмень? Март месяц на дворе. Я могу подождать. До мая еще 5 недель. Как раз новый урожай поспит. Нет, Баяга, забери свое зерно. Не к добру. Ты добрый стал. Это мулла напутал. Он неправильно прочитал расположение звезд. Май наступит, как всегда, после апреля. Вот тогда и отдашь свой долг. Ласточки вы мои. Слушай-ка, что я тебе скажу, Баяга. В твоей кибитке есть красавица. А у нас в ауле есть джигит,
Он хочет постучать в дверь твоей кибитки. Это верно, верно. Инжир не для всякой птицы пища. Надо подумать. Надо подумать. Ласточки вы мои. Голуби вы мои кроткие. Я согласен, если ты, старик, отдашь мне своих волов. Ну как, по рукам? Да что ты, бай! Алты-ага без волов умрет с голоду. Нет. Я отдаю тебе своих волов. Не думай, что ты меня облагодетельствовал. Мы приобретаем волшебных волов. Но приобретая волшебных волов, мы лишаемся любимой племянницы. Что это? Не плачь, Абах-ты-Гуль. Хотя не снова всех обманули мулла и бай. Но ты же сам сказал, тот, у кого есть друзья, не должен терять надежду. Золотые, серебряные. А вы, батраки, идите, идите. Вы мне больше не нужны. Баяга, у нас дети, Баяга. Куда же нам идти? У тебя совесть есть, Баяга? Дурак ты, дурак. У меня дом полон добра, а он совесть. Боишься, Баяга. Не трогай волов грязными руками. Работали. Ах, и надоедливые люди. Ну, с Богом, с Богом. Хорошо. Ну, куда мы пойдем? Ну, что, гости дорогие, угощайтесь, ешьте, пейте, на доброе здоровье. Ну, святой отец, теперь ты можешь отдать подарок своей невесте. Ну вот, мы разрешаем эту шкатулку вручить нашей племяннице. О, великий, щедрый, всемогущий, благослови. Можно пахать, дядюшка. Паши, можно пахать. Пашите. Ну, а ты не отворачивайся, не отворачивайся. Построже, дядюшка, построже. Что же это вы балуетесь, бездельники? Ну, стоят. Это я и сам вижу. Скажи им волшебные слова. Ну, пошите, мои милые. Пошите, вам говорят. Вы что, человеческие слова разучились понимать? Так
Я с вами по-волшебному поговорю. Вот он, дядюшка! Дядюшка, не сошли с ума, проклятый старик. Он обманул меня, он еще пожалеет, что на свет народился. Что делать? Задержи их! Как? Останови их, задержи их! Задержи. Как останови? Баяга! Дядюшка, Баяга! Не пугайся, Бахтыгуль. Это я. Кто это? Это я. Ой. Это я, Яртыгулак. Мастер Вилли сказал, чтоб ты ждала. Он уведет тебя отсюда. Как? Потерпи, узнаешь. Прикидываешься простаком, будто я не знаю, что твои валы волшебные. Хитришь, старик. Если ты что-нибудь утаиваешь от меня, выверну наизнанку, а найду. Баяга, ты обманул нас. А мои валы служат только честным людям. Они служат тому, кто знает волшебные слова, и ты мне их скажешь. А если нет, я в покое тебя не оставлю. Жить я не дам. О, говоря по совести, Меридбай, ты мне житья и так никогда не давал. Ой, беда, Меридбай. Езжай скорей, спасай свой дом и мою невесту. Аллах. Почему? Убирайтесь! Обратись к ним, мула, ты праведной жизни человек. На них допустили порчу, они не могут внимать голосу рассудка. Хороший совет ты мне даешь. Да если я верну валов, так он будет богаче меня. Никогда. Не хочешь вернуть их, продай сейчас же. Этому не бывать. О, горе мне. Кажется, случилось то, что случается один раз в 1000 лет. О, женщина, на этот раз ты права. Продам быков. Возомнили себе волшебные быки. Вот отведу вас на базар. Будете знать, какие вы волшебные. Не хотели служить почтенному человеку. Достанетесь какому-нибудь мошеннику. Ах, упираются. Не идут. Ничего, у меня пойдут. Куда? Куда? Не к лицу. Не к лицу мне, правда, самому с быками управляться. Давай-ка переоденемся. Отдай мне свой халат. А мой возьми себе. Вот они. Ах, ты нечистая сила. Стой! 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 Ну, что ты с ними будешь делать? Ну,
Ну, прошу вас, по-хорошему. Ну, вперед! Вперед! Вперед, чтоб вас! Ну, ослиное отродье! Ну! Вон! Пошли вон! Бай! Ой, Алтыга! Избавь меня от этих валов. Это не валы, это шайтаны. Выдай, Бахтыгуль, за мастера. Пускай забирает. Я перед лицом смерти согласен отдать мою племянницу Бахтыгуль этому кузнецу. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Будьте счастливы, невестушка. Тут и кончается наша история. Мастер Вели со своей Бахтыгюль жили долго и счастливо. Мальчик Ерты-Гулак вырос большим и стал на радость старикам настоящим джигитом. А семена, брошенные в землю, родили в свое время новые семена.